Почему мне нравится штаб? Потому что я сюда прихожу, и я могу окунуться в татарскую атмосферу. Иногда мне этого не хватает, и хочется прикоснуться к чему-то родному. И если на малую родину поехать не получается, то можно прийти в это замечательное место и пообщаться с людьми, и ощутить себя как на малой родине. И это очень мило душе, и поэтому мне это нравится в штабе, и хотелось бы, чтобы в 2022 году это продолжалось. Мне кажется, что это очень домашнее, уютное мероприятие, куда люди приходят и где могут они, в принципе, поговорить как на татарском, так и на русском языке. И это очень важно, потому что очень часто людям, которые приехали из регионов, татарам, тяжело восстановить свои навыки в татарском языке. И вот эта способность перемежаться с русским и татарским, она очень полезна. И это очень важный навык в прокачивании знаний относительно татарской культуры. Штаб татарында этнотекат. Мне все очень нравится. Интересная, разнообразная программа всегда. Атмосфера теплая и уюта, доброты. Все очень вкусно всегда. Нахожу много новых знакомств. Вот. Со старыми друзьями общаюсь. Замечательно, что такой штаб существует. Жаль, что не знал о нем раньше. Очень хорошая атмосфера, приятные люди, хорошо, что можно пообщаться, познакомиться. Атмосфера классная. Можно и дальнейшие планы построить. Это ребята, студенты знакомятся с дальнейшим, уточняют о практике, кто с кем может, помогать друг другу. Я думаю, это основная цель есть, что помощь друг другу. Мы должны держаться вместе. И спасибо огромное основателям, которые помогают нам узнавать, кто здесь живет, кто переехал. И не так сложно, когда есть единомышленники. Замечательно, что есть выездные мероприятия. Я знаю, ребята ездят и пейнтбол играют, и на лошадях катаются и так далее. С удовольствием в это все вольемся. Всем привет. Я вот сегодня первый раз в штаб пришел, узнал про штаб через Инстаграм. Сам из Татарстана. И все понимают, кто татары, которые живут в Москве, что тяжело познакомиться с кем-то татарским. То есть вести разговоры тяжело, ты начинаешь русские манеры на себя принимать. А тут чувствуется, как сейчас говорят, татарский вайб. То есть чувствуется то, что ты в своем окружении, в своей тарелке. Очень нравится. Буду еще ходить. Спасибо. Аллаха шükür şu штаб татарда Рустам абы Рустам Файзовичны килдек поддержать. Ол вазифа алып бара, молодец. Москва, штаб татар Москвы, хазир организовал Московский конгресс татар, бик алып бара дөрес, жиештыра яшьләрне, активистларны, врачларны, бизнесменнарны, депутатларны, бик киңәнешле, что без бир киләбез, монда авыр обстановка шунда яхшы, потому что сближение бар, бергәлек бар, дуслык бар. Без бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә күрәбез, то что монда гына шунда активность бара, ни үзгәртүштә именно монда без поддерживаем, ярдәм итеп торабыз как үзебездән, как бизнесменнар. Аннан можно әйтергә, вот яшьләр йөри, например, бу Пенза татарлары шунда активистлар, безнеке Алмада йөриләр берче. Любой вакыт без поддержим Аллах кушса, общественный да, политический да, и финансовый да поддержим Аллах кушса Рустам абыны. Ул бик аткам кели бик йөрәге яны татарлар өчен, Мәскәү татарлары өчен, особенно ул вкладясы именно яшьләргә. Бу елышлар основной яшьләргә и Рустам абыга, Рустам Файзовичка бик зур рәхмәтләр әйткем кели, белдергем кели, что ул Мәскәүдә шундый безнең Мәскәү үзәгендә шундый вкладясы именно татарларга, яшьләргә. И не только татарлар, именно мусульманларга в какой-то степени уммәткәдән индидер ярдәм итә, даже именно общественный зданиясы белән, скажем, шундый күркәм зданиеда, һәм дә финансовый да ярдәм итә, бик зур рәхмәт үзенә, бик серьезный не только Мәскәүдә, именно Россия масштабында мөмкин әйтергә бүгенге көндә. И Аллах кушса, мен күрәм, и без күрәбез яшьләр белән, что достоин утырып торга Всемирный конгресс татарда, и анын тиеш сүзе тоторларганда на высшем уровне, глава республики булсын анда, мэр города Казани, и любой уровень, да Аллах кушса,
тиеш анан сүзе тотылырга. Вот шуны рахматларымны билдиргим кели. Бик зур рахмат Рустам Файзовичка. Всё. Исәнәрбез, дуслар, минем исемем Эльвина. У меня нижегородские корни. Я стараюсь посещать татарские мероприятия и очень люблю татарский язык свой. И в штаб татар я пришла первый раз, и мне тут очень нравится, тут очень приятно, комфортно, по-татарски, прям татарская речь, татарская музыка, то есть как-то вот очень даже прям душевно и очень приятно. И часто езжу в свою деревню, чтобы как бы обогащаться этим татарским языком, татарской атмосферой. И по этой причине я создала такое небольшое стихотворение про деревню свою. Мне кажется, у многих есть свой родной язык, свой родной край, и каждый, я думаю, чувствует, ощущает это твое родное, когда приезжает в свой родной край, насыщается этой атмосферой и разговаривает на татарском языке. Я сейчас расскажу вам стихотворение небольшое про мою деревню. Пиццавалем называется. Это Пицца, Сергачевский район Нижегородской области. Пиццавалем. Аллах берген туган ягым. Синем ерактан күренген йолдызым. Үзең кичкенә булсаң да, җылы утлар җибәрәсең. Шул җылың белән үзеңә тартасың. Кая гына мин булмасам да, белән килгәнемне син көтәсең. Поэтому посещать такие мероприятия, как штаб татар и другие татарские мероприятия, чтобы не забывать наш татарский язык и всегда помнить о нем. Придя сюда, я, честно говоря, удивился, потому что не ожидал. В первую очередь, это большой круг общения, чересчур большой для меня. И второе, то, что здесь оказалось очень гостеприимно. И я не был готов к этому. Я думал, я приду, посижу, там что-то помолчу, а может, уйду и приду второй раз. Но оказалось вообще по-другому. Потому что захотелось просто взять, с кем-то пообщаться, с кем-то узнать, что-то новое, может. И оказалось, что ребята очень простые. Ну и в первую очередь, конечно, девчонки. Что можешь лукавить. Вот. Я первый раз сейчас в штабе в 2022 году, но не первый раз в принципе. Мне очень нравится штаб тем, что здесь очень ненавязчивая обстановка, очень много кружков по интересам. Есть и официальная часть, и далее игры, где ты можешь знакомиться с ребятами из разных направлений. Круто, что здесь студенты, которые учатся в абсолютно разных университетах. Ты можешь, я, будучи медиком, могу познакомиться с теми, кто, допустим, там в инженерии, в математике. Это очень расширяет твой кругозор и объединяют корни. Это очень круто. Ты можешь общаться на родном языке, что очень классно, потому что многие ребята сюда поступили из регионов в Москву, вот, и очень не хватает таких родственных связей, а приходя сюда, ты обретаешь таких друзей, которые, являясь башкирами или татарами, легко с тобой находят общий язык. Это очень круто.